Здравствуйте. Можно вас спросить, как вы относитесь к самоизоляции? Что? К самоизоляции. Знаете, самоизоляция у нас должна сидеть все дома. Мы должны сидеть все дома, чтобы не разносить коронавирус. Ну и что? Вы как к этому относитесь? Я? Да. Нормально. Нормально. Понимаю. Еще вопросы есть? Вам все равно? Что? Вам все равно, да? Что вам назначили? То, что сказал. Живете своей жизнью, получается. Да, а как по-другому? А по-другому нельзя. Правильно? По-другому нельзя. Человек живет. Господь сказал. Вот и все. А Господь, он человек. Бородатый. Знаешь? Вот и Все, спасибо. Спасибо. По этому поводу. Ну, если честно, не смогу вериться, конечно, в всего этого. А, в то, что он существует? То есть, Вообще к режиму самоизоляции вот у нас относится все то, что люди без работы остались. И на что в мае месяце будет. Ну, это, конечно, очень плохо. У кого с работы, у кого увольняния нет. Малый бизнес страдает. Школы, садики закрыли тоже. Кому? Много негативных моментов. Насчет самоизоляции, это как? Ну, в принципе, положительно относимся. Ну, я вижу, вы тут не самоизолированные. Ну, так мы идем в магазин, конечно. Люди потеряют работу, будут обанкротиться, но малый бизнес, ну, возможно, средний бизнес. Ну, в принципе, это... Скажем так, гостиничный бизнес, там всякие шаурма, шашлычные, вот такие Так малые. к чему это пирожковые, приведет? все они разоряются, люди без работы. Да, возможно, кризис. А считаете ли вы возможным, что люди из-за этого выйдут на улицу, отстаивать свои права? Или будут сидеть на диванах Ну, дальше? возможно, что выйдут, возможно, что нет. Но 50 если на и 50. выйдут, то вряд ли как бы Еда кончится, выйдут. государство прислушается. Сколько я знаю, там выделили работодателям 12 тысяч на работающего человека. Ну, то есть выделили как? Это на покрытие. То есть самому работнику из них он может дать хоть 4, хоть 3, хоть 2 тысячи. Остальное покрывать свои издержки. То есть вот по идее, как исходя из этих 12 тысяч. А не вот конкретно на человека, чтобы он 12 тысяч. А? Вот, но опять же, этот закон имеет что? Характер. Можешь дать работнику, а можешь покрыть свои издержки. А человек, ну я думаю, наши работодатели в большинстве своем не такие добрые самаритяне, что будут отдавать всю свою Ну, работу. они же сейчас как сделали? Они же сейчас не платят налоги за... По-моему, что они не платят налоги. Да? Есть, Отсрочка есть. Отсрочка, да, отсрочку дали. То есть в итоге-то они все равно должны будут заплатить. Платить будут. Ну, по идее, должны заплатить. Ну да, Если у них есть совесть. должны, но не все законы исполняют. Это им, получается, нужно будет покрывать, ну вот как минимум апрель месяц, потом отдавать. Это, то есть, им нужно в 2 раза все. И за текучку. То есть там ни на зарплаты, ни на прибыль вообще речи быть не может. Только вот отдавать долги по аренде и по всему. Ну вот это вот ближайшие их перспективы. Кто не закроется и решит дальше продолжать. Ну, я Могли бы думаю, задать так. вам пару вопросов? На тему коронавируса. Как вот вы вообще относитесь к ситуации с коронавирусом вот у нас в регионе и к режиму самоизоляции? Законный он, незаконный? Ну, я думаю, что он законный, потому что государство борется такими способами. Это другой вопрос. Потому что нам не заставляют всех сидеть дома, позакрывали средний малый бизнес. Ну, вот это вот вообще, да, И люди без денег остаются. без денег. То есть на мартовскую зарплату еще, А кредиты у да, всех. конечно, ежемесячно, никто их не отменяет, платежи, коммуналка и так далее. Вот это. И Как в анекдоте, да, заходит руководство в пивную и говорит, всем пиво за счет заведения. Да? вот примерно За счет так. заведения. Все как обычно за ваш счет. Да. Все карантины и все остальное. А вообще это, мне кажется, это раздули. Раздули.
как это, ну, смертям бывать одно не миновать, ничего нам, ну, ничего, ну, если Бог сказал, да, что вы завтра умрете, то или кирпич на голову, или коронавирус, ну, чем-то все равно хлопнет, да, или в чайной ложке утонет. У нас он по 40 тысяч человек от пневмонии ежегодно умирает. Где? И ни Где, слуху, ни где духу. у нас, а где статистика? И про... Где за тот год статистику покажите, вот умирает от коронавируса сейчас там, да, говорят там, так может, вот 1000 человек в день, да, может в том году 996 человек умерло. Аналогичная знаем. ситуация была. Нет, ну да, ну на 4 человека больше умерло в этом году от коронавируса. Откуда мы знаем? Я так образно, конечно. И этой статистики, ее нигде нету. Нигде. То есть сравнить даже не с чем. Что да, действительно, это пандемия какая-то, да. Там умирают миллионы. А где на самом деле это все? То есть нам СМИ, как обычно, дает то, что они хотят, чтобы То, что мы они видели. хотят, да, а не то, что факт. И все вот так вот. А по образованию? По образованию. А почему, вот мне интересно, почему моя жена стала вдруг учителем? Ну, тоже интересно, вот у меня жена согласилась. Значит, дается задание на урок, да? 40 минут, говорит, я сначала должна прочитать. Потом 40 минут я должна понять. А потом 40 минут еще объяснить ребенку. А жрать готовить. У меня жена прислала мне смс-ку. Говорит, я, говорит, у меня дома не прибрано, жрать не приготовлено, но я знаю миграцию ласточек. Да вот зачем ей знать эту миграцию? Это ребенок должен, но жена должна это объяснять сидеть ребенку. Тоже, блин, ну... Может, мозг забить, наверное. Все, какой-то просто коллапс, как будто вот правительство не знает, а что делать-то дальше, а что, а как? Вот вроде болеет, вроде бы надо, а вроде бы, а для кому это надо, зачем это надо? Мы работаем, мы железки крутим, мы ни с кем не общаемся, почему нас закрыли? На каком основании вам запретили железки Нет, ну крутить? хорошо, да, мы там сидим, нас никто не видит, не слышит, наша работа. Блин, чё? Как у меня вот люди, да, вот, которые со мной работают, им-то что кушать? Тоже всех отправили Да, да, без да. всякого выходного. Опять же, вот, ну да, вели, да, неделю. Первая была, да? Все, жестко. А потом началось, ну ладно, чуть-чуть, но можно, да? А как это так, да? Чуть-чуть гомосексуалист? Ну так же не бывает. Да? Один раз нету, да? Ну так же не бывает. Бывает или ты, или нормальный, или ненормальный. Все верно. А как это? Ну да, вот что это такое, да, вот это неделя, а потом послабление. А потом опять ужесточение. То говорили, что глава у нас принял, типа, работайте, но это, да? Потом раз, вечером уже нет, не надо работать. Малому бизнесу. А потом уволился. Потом этот уволился, этот пришел, этот тоже что-то там мечется. А где она, правда? Я не вижу. Не складываются Вообще что-то не Пазлы. складывается, да. в единую картину. Нелогично все это, вот так скажем. Ну, Логики как-то конкретной нету. Утром мы так, вот вечером другое уже. Нет. Как 7 пятниц на неделе. Да, нет, я не против, если надо, значит надо, но последовательно как-то все. Большая семья? Ну, вот 2 девки, это вторая еще младше. Хорошо, жена дома сидит. У друга у меня старший есть, хорошо есть с кем посидеть, да? Вот. А если бы не младшая, что жена с ребенком, а вот, ну, мы на работе были. Ну, вот была бы она одна у нас, не было бы младшенькой, да? И год всего. И как бы нам жить? Ну, то есть жене не работать? Уйти в отпуск или как? Что? Ну, вот а как вот остальные люди? Вот в семье 3 человека. Муж, жена и ребенок там 7 лет, да? Который ходит в школу. Мужу чуть-чуть разрешили работать, жене чуть-чуть разрешили работать. Они ходят на работу, да? Садики, школы закрыты. Ребенок брошен сам на себя. Один в комнате весь день. Ну так? Так получается. Так получается. То есть, если родители не будут ходить на добычу, то они детеныши не накормят, так? Ну, Логично. Все просто. Кушать хочется сегодня, да? Человек не компьютер, не поставишь его в шкаф там. Ребенок, ты сейчас месяц не ешь, в шкафу постоит. В лесу начинает стреливать, да? Потому что жрать. Так добыча будет в пятерочках и в магнитах. Да. Вот там будут добывать. Все, да, Раз в лес нельзя ходить. какие-то охранники станут, да, начнутся боевые столкновения, да, Конечно, какие-то. конечно. Все будут в масках. Да, все, да, есть-то надо, есть просто кушать. Элементарно, как говорится. Короче, Пустой холодильник выведет. Уже просто, как говорится. Вот. У нас в России только
пустой холодильник может вывести людей Ну, да. куда-то. Это, говорит, страшный анекдот такой есть. Говорит, договорились, что будут по субботам насиловать граждан. В Англии в четверг баррикады, пожары. Во Франции в пятницу, ой, ну тоже там в четверг, значит, выцепили, повесили этих депутатов всех своих, которые не успели повести быстренько закон, переподписали. И только в России выстроились в очередь, чтобы в субботу побыстрее освободиться. Вы спросили самоизоляция. При карантине это вводится ЧС. При ЧС там совершенно другие действия. ЧС вводить никто не будет. Вы прекрасно это понимаете. При карантине сразу же отменяется и вводятся какие-то обязанности для людей. Со стороны государства вводятся какие-то ограничения как для государства, так и для жителей, то есть уплата кредитов, ипотеки и так далее. То есть если не имеешь права взыскать, ну, ты можешь это не платить, но режим карантина введен. А это чрезвычайная ситуация. То есть А то, так это приветствую, чем меньше будет заболевших, тем лучше. Это же Советского Союза, карантинные мероприятия всегда были с Советского Союза. 70 лет их придумывали умные же люди. Ну, тогда был социализм, тогда был Какая социализм. разница, не имеет никакого отношения строй. Строй не имеет отношения. Но тогда люди не оставались без средств к существованию. Им все равно что-то выдавали. Дело не в политическом строе, дело разорвать заражение. Когда в 70-х годах было заражение в Одессе, это как пример мы возьмем, была холера была. Вот. Погибло за весь карантинный режим за 3-4 месяца всего 14 человек. Карантин был введен жестко, были перекрыты дороги, дабы не распространилась болезнь дальше. Это села, деревни, близлежащие какие-то населенные пункты. А там порт, который может распространиться на другие страны. Холера вы знаете, я объяснять вам не буду, как это заразно. Что было предпринято правительством? Введен карантин, правильно? Были ограничены передвижения граждан, взаимоотношения. Опять же, были проведены мероприятия по обеззараживанию. Это проливка дорог, обработка общественных мест, где и так людей не было. Это перила, лестницы, набережные, все, потому что способ распространения. Сейчас это совсем другой вирус. Не холера, конечно, и должны предприниматься все меры для того, чтобы ограничить, чтобы люди чтобы не было заражения массового. Если мы не предпримем этого, а откроем кинотеатры, стадионы, один зараженный в течение суток может подвергнуть опасности до 500 до 1000 человек. Это же не просто так. Тем более, если бы было бы какие-то какая-то борьба с этим, в том смысле, что было бы известно, как можно... Вакцина? Да, даже не вакцина, а методы лечения. Методов лечения-то нет. Самое главное, должна быть политическая воля. Политическая воля есть. Сказано, перейти всем на дистанционную работу. Это не политическая воля, это карантинное Фиктивно людей перевели, но по факту люди работают. Также в офисах, также в каких-то этих, но большинство. Вот вам, пожалуйста. Так а почему режим самоизоляции не вводят при каждой вспышке вот того же гриппа, ну вот вирусных заболеваний? Вы знаете, как с ним бороться. Вы знаете лечение данного заболевания. Вы знаете, как его это. Вы знаете методы диагностики. В данном случае это ничего не известно. Когда неизвестно, это нужно локализовать. Вот и все. Я думаю, мы ответили на ваши вопросы. Да, спасибо. Обязательно. Вы считаете правильно? Чтобы люди изолировались и не получали за это деньги, и сидели, тратили свои. Ну, это, конечно, плохо. Это, конечно, плохо. В любом случае, значит, но тем не менее, эпидемия это серьезно. Насколько я знаю, это так. Мы, наверное, здесь скорее спрашиваем, а государство должно может что-то сделать для того, Конечно, чтобы... должно, обязательно. Они должны каждому человеку минимум 25 тысяч. Минимум. Малому бизнесу.
Дали бы кислород, это 10 Ну, к сожалению, ничего не дадут. Вы же понимаете, что это все цирк. Все вот все эти, значит, это все обещалки, как обычно. Это, ну, Путин фуфлагон. Ну, что тут говорить? Ребята, все пока. Спасибо. вас спросить? Спасибо. Как вы относитесь к самоизоляции? Нормально. Нормально? Да. Готовы самоизолироваться? Ну, мы и так самоизолируемся. Вас перевели на дистанционное обучение? Да. Да. Ну и как? Устраивает? Нормально, карантина. А просто Можно вам пару вопросов задать? на какую тему? По коронавирусу, ситуация с коронавирусом в нашем регионе. Как вы относитесь к ситуации с коронавирусом у нас вот в регионе и к режиму самоизоляции? Мы дальше не выходим. Двора. Как соблюдаете, да, вот это все, меры, правильно? А вообще вот ситуация, что школы позакрывали, садики, все так должно быть? Да. То есть дистанционное обучение вас У устраивает? нас нет школы. И за свой счет У нас сидеть нет, дома? У нас нет школы. Садик. Да, у нас нет садика, я в декрете. Меня выпустили. Но в саду тоже ведь образование получают дети, а в данный момент? У нас Дистанционно? на сайте, Каким да, образом? У нас на сайте и в группе ВКонтакте воспитатели выкладывают занятия, по которым мы с детьми занимаемся и читаемся потом перед ними. И воспитатель отчитывается как бы на сайте садика перед заведующим. По учебному плану все. Вкусно. А то, что режим ЧС не вводит, за режим ЧС все-таки, чтобы людям компенсировали потери в заработной плате за то время, пока на домашнем. Все, я думаю, этим все сказать. Спасибо. Законность. Отрицательного ничего нет. Многие говорят, что надо там пополам раскидывать. Но с другой стороны, инфекционисты, наверное, знают, что это такое, как это такое. Вот, которое я объяснение слышала, по интернету посмотрела. Мне понравилось. Вот один вирусолог, пожилой уже, да, это грипп, но он немножко необычен. Для пожилых он опасен тем, что ослаблен организм, и вот этот вирус заселяет в нижних частях, которые очень тяжело лечатся. Да, но вот такие прогулки надо, но есть Потому что чрезвычайную ситуацию не вводят, людям не компенсируют убытки, которые понесут малые, средние, вследствие чего и работники, которые... Но, знаете, это только еще начало. Как так быстро вот карантин и сразу всех обеспечить? Я слышала, что это будет обозначено, что будут компенсировать. Я не знаю, 100%, 50%, насколько там будут. Почему нет? Прямо совсем такой обман идет масштабный. Не знаю, насчет будут, не будут компенсировать. А зачем тянут тогда? Можно было бы сказать. Людям-то сейчас есть охота. Ну что, снимаете меня? Не стесняйтесь. Я не заметилась. Но я ничего плохого не скажу насчет карантина. Может, я пенсионер, может, это меня что-то не смущает. Но семьям тяжело было. Да, я не работаю, у меня пенсия идет, его никто не задержит, да? Мой сын работает, у него такая работа, что он как бы работает. Посменно, но работает. А у сына дети есть? А? У сына дети есть? У сына есть. А в сад-то не ходят? В школу не ходят? Нет, он уже, ему 16 лет, он заканчивает там 6 года, заканчивает, так скажем, 9 класс. Но Самостоятельно. я не знаю, он у нас хочет музыку. Не знаю, я ничего отрицательного не могу сказать. Что прямо все. Ну а вы, как молодые люди, действуйте. Вот мы и собираем мнение. Не, но вы натолкнулись на пенсионерку. Мы у всех спрашиваем, и у молодых, и у взрослых. Мы Ну, действуем. в каком-то плане дома сидеть плохо. Вас интересует молодых в основном вот это Нас больше работа волнует. да? работа
И, конечно, деньги, да. Ну, как бы на житье тоже надо как-то. Разумеется. Ну, как-то выкарабкиваете же, какие-то цели, что-то есть. Ну, у нас у всех есть родители. Все было стабильно, работа, цели. Пока не пришел коронавирус, нас Ну, знаете, и не забрал у нас рабочие места. ваше поколение, вы еще молодое. Я представлю, как семья. Моему сыну 46. Она еще моложе. 33. Еще моложе. Я что хочу сказать? За свои года я такого преодолела, что такой карантин. Или там всегда Что вот так вот все. Ну, тут, И не думайте, что под вот всю вот эту общую пандемию могут ввести какие-то законы. знаете, я так считаю, что наш президент не такой уж без головы. И, как сказать вам, я думаю, что ничего плохого не будет. Все будет стабильно. Да, немножко где-то, может, какие-то упадки, а что-нибудь. А при Ельцине, что было в начале 90-х, тогда как мы везде, без всего. Я без операции бегала, денег не дают, мы брали в это, сыну не платят, мне не дают, уже брали перед операцией. Вот это было караул. Действительно караул.